В разных регионах России, в том числе и в Республике Саха-Якутия, этот год объявлен Годом культуры. Эта инициатива перекликается с решением президента России Владимира Путина объявить 2026 год Годом единства народов России. Во все времена культура и духовное развитие имеют большое значение для каждого человека. Культура народов – это высшая ценность, которую мы бережем и стараемся передать из поколения в поколение. Нерюнгринский район всегда славился яркими творческими коллективами, которые не только сохраняют культурное наследие, но и создают самобытные произведения искусства. Связывая год культуры и год народного единства, в нашем районе Нерюнгринском объявлен год культуры народов России. Большая часть культурной жизни Нерюнгри сосредоточена в Центре культуры и духовности имени Пушкина. Каждый день здесь кипит работа. Участники коллективов разучивают тексты, оттачивают вокал, отрабатывают ритм. Здесь занимаются и находят себе занятия маленькие дети, школьники, студенты, взрослые люди и пенсионеры. Разное было на веку, все мне казалось по плечу, но есть цена любому медяку, так из кармана жизни укачу. Счастье под женским каблуком мне, бедолаги, не к лицу. Я в небе плавал серым ястребком, теперь к родной земле припасть хочу. Полней хрустальный бокал мой налей, одолей пусть вино мою печаль. Не хочу жалеть ни о чем сейчас. Полней хрустальный бокал мой налей, пусть тонет будто камешек на дне. Грусть моя, тоска по ней. Мы готовы абсолютно, моя душа, мое сердце, творческое сердце готово для вас, нерюнгринцев, работать. Но хочу сказать в первую очередь о том, что ни одно мероприятие не пройдет без наших дорогих детей, которые всегда, все время участвуют на наших праздниках, да, которые проходят на большой сцене, в зимнем саду, в малом зале, вообще в паркетном. И, конечно, их любимые родители, уже, скорее всего, наши любимые родители. Без них праздника никакого не будет в нашем Центре культуры. В год культуры свой юбилей в 25 лет отмечает детский образцовый ансамбль «Ладушки». Эти молодые артисты принимают активное участие во многих мероприятиях и благотворительных концертных программах. Ожидается много новых идей, которые хотим воплотить, но пока это в секрете, нашего зрителя интригуем чуть-чуть. Что касается набора, да, каждый год мы делаем набор в наши группы и, конечно же, ждем новых талантливых деток. Вот, пользуясь случаем, сейчас хочу озвучить еще, если вы обладаете вокальным талантом или думаете, что вы обладаете талантом, приходите к нам, мы вас прослушаем и, возможно, примем в наши ряды. Те дети, которые уже более 5 лет, у нас есть такие 7, 8 уже ходят даже, которые более 5 лет ходят, им интересно, и они уже с нашим коллективом слились воедино, можно сказать, им очень интересно. Вы можете, в принципе, спросить у них сами, потому что мы знакомимся и любим подтверждать наш как-то профессионализм в наших мероприятиях, мы себя проявляем. Кто-то у нас главный актер, самый популярный, кто-то у нас главный певец самый популярный. И в этих мероприятиях мы дружим, еще больше становимся дружными и любим друг друга. И, скажем так, остаемся здесь
навсегда. И расставаться всегда нам очень трудно. Дети, которые вырастают, вот в данном случае они переходят в вокальный ансамбль «Маринад», до выпуска школы, они выпускники, они с большими слезами всегда ходят у нас. За четверть века ансамбль взрастил сотни талантливых детей и стал одной из творческих визитных карточек города Нерюнгри. Самые маленькие таланты занимаются в подготовительной вокальной группе «Подсолнухи». Несмотря на юный возраст, ребята достойно выступают на большой сцене, радуя зрителей яркими и красочными номерами. Начинается новый творческий сезон. Мы уже активно к нему готовимся. Буквально через неделю будет уже первое наше выступление. И в этом году это самое раннее для нас выступление именно для подсолнухов. Обычно первое наше выступление – это декабрь месяц. В этом году мы готовы радовать вас уже в конце сентября. Ребята, которые сейчас на занятии были, это ребята двухгодичной давности, то есть 2 года ходят и год, то есть это уже, скажем так, основной состав, продвинутая группа. Вот, новичков мы набрали, состав будет большой, будут много интересных, новых, красивых номеров, будут также новые костюмы, так что мы готовы радовать вас своим творчеством. Так как наш коллектив является активным участником различных мероприятий, у нас очень большой спрос, чтобы попасть к нам. Мы, естественно, делаем отбор, то есть у нас проходит адаптационный период, где мы отбираем деток, которые будут участвовать. Деток очень много. Вообще возрастной у нас цензус это от 4 до 6 лет, именно в подсолнухах. Но иногда мы берем деток и 3,5 лет. Опять же, мы их просматриваем, отсматриваем, и если дети готовы к сцене, то мы, конечно же, их возьмем. В этом году много было желающих, 17 человек. Поэтому надеюсь, что мы всех возьмем. Все большее количество якутян с каждым годом охватывает бальное движение. Нерюнгринский район в этом направлении блестяще представляют воспитанники студии «Мэри Дэнс». Для моей студии, конечно, так как у меня студия спортивно-бальных танцев, соревнования – это неотъемлемая часть и главная часть нашей деятельности. Конечно, этот творческий сезон мы уже запланировали различные выезды, соревнования, победы, надеюсь. Мы будем к этому готовиться, стараться. Как и любой коллектив, мы объявляем набор в нашу студию деток. Приходите к нам! Совсем недавно в Благовещенске прошел региональный этап всероссийского вокального конкурса «Новые огни». 2 воспитанницы вокальной студии «Апельсин» из города Нерюнгри завоевали на конкурсе 6 дипломов лауреатов первой степени в разных номинациях. Это Арина Коваль и Алиса Залилова. Я занимаюсь каждый день вокалом. Даже когда делаю какие-то дела в школе, я могу петь на занятиях. Я вообще очень люблю заниматься вокалом. Я пою везде, где можно, и каждый день. Несмотря на высокую конкуренцию и большое количество участников на всероссийском конкурсе «Новые огни», Алиса Залилова и Арина Коваль продемонстрировали не только вокальное мастерство, но и артистичность, за что получили высшие баллы в каждой из заявленных номинаций. Были серьезные конкуренты, было тяжело победить, и эмоции просто накаляли, когда я узнала, что у меня все первые места. Я участвовала в 3 номинациях: патриотическая песня, детская песня и эстрадная песня. И везде я получила 1 место. Заслуженно. Этот успех стал еще одним подтверждением таланта воспитанниц студии «Апельсин» и профессионализма их руководителя. Всероссийский конкурс «Новые огни» – это такой федеральный проект в рамках России. Все отборочные туры проходили по всем федеральным округам. Самый ближний к нам регион – это Амурская область. И вот мы поехали в Благовещенск. Отборочный тур полуфинальный был 8 марта. И вот такой прекрасный подарок получили я и мои девочки. Талантливые поэты и композиторы дарят друг другу плоды своего творчества в литературной гостиной «Встреча». Они выступают на районных мероприятиях и даже выпускают большие сборники собственных произведений. 2 хвостатые кометы
В облаках мелькнули где-то и растаяли вдали. Это вместе мы с тобою ранней утренней зарею говорили о любви. Два истока, две реки. У нас много детей ходит. Дети начинают тоже писать у нас музыку и стихи. И поэтому я очень рада, что у нас не останавливается как бы творчество на тех, кому, в общем, уже много лет. А у нас есть поколение, которое идет за нами. Мне бы тоже очень хотелось сказать, что всегда в литературных гостиных принимают участие у нас Марина Трубникова, ансамбль «Апельсин», который блеснул своим тоже творчеством. Девочки, если в том году они еще не играли на гитарах у Татьяны Вячеславовны, сейчас уже играют на гитарах, выходят. Это настолько поразительно, изумительно и здорово, что авторская песня живет в нашем городе. Она будет жить, пока мы постоянно проводим литературные гостиные. Творческий сезон мы начинаем очень с таким вдохновением, потому что звания лауреатов, получившие нам в республике, на всю республику, мы стали первыми. И поэтому у нас очень такое хорошее впечатление, ощущение и творческий накал. Творческие коллективы Нирингринского района завоевали популярность не только в родном городе, но и за его пределами. Это студия танца «Тандем», народный ансамбль танца «Северяночка», концертный хор «Соловушка», студия актерского мастерства «Дебют» и многие-многие другие. Начинается у нас череда отчетных концертов. Пока идеи отчетного концерта я не придумала, но он обязательно будет. Это будет какая-то детская шоу-программа, яркая, сочная, как обычно. Я хочу сказать о том, что у меня в этом году ушло несколько мальчиков, а это всегда большая беда. Но ничего, сразу на их место пришли люди в количестве умножить на 2. То есть театральное мастерство сейчас очень популярно, и как никогда у нас по 2, по 3 группы театральных, разновозрастных. Все интересуются театром и хотят принимать участие в мероприятиях. Что касается нас, каждый наш отчетный концерт является оригинальным, каким-то таким новшеством, да, то есть пусть это такая же шоу-программа, да, но она всегда на какую-то новую интересную тему. Народный ансамбль танца начал свой 42-й творческий сезон. Репетиции идут полным ходом. Мы уже завершили набор новых участников. К нам пришли 2 группы нерюнгринцев возрастом от 4 лет, чему мы очень рады. Уже полюбился зрителям яркий самобытный ансамбль народной песни «Забава». Победитель разных конкурсов, лауреат 1-й степени Республиканского казачьего фестиваля. Мы так хотим, чтобы небо стало ярче радуги, и потому мы пожелаем вам, дорогие друзья, будьте счастливы в этот вечер и каждый другой. Пусть хорошее вам повстречается, а плохое пройдет стороной. Дорогие друзья, будьте счастливы вместе с теми, кто рядом сейчас. Дорогие друзья, будьте счастливы, и пускай счастье вас не предаст. У коллектива «Забава» очень много творческих планов. Мы планируем показать нашим любимым зрителям новые красивые песни. Мы планируем выйти в новых костюмах. У нас в планах большой весенний концерт, отчетный, посвященный городу. Коллектив еще не в полном составе, но в скорости, когда закончатся отпуска, мы начнем полноценно работать. В коллективе появились также новые участники. Дорогие друзья, мы хотим, чтобы вы приходили к нам на концерты, а мы вас порадуем, обещаем. 33 года при полном аншлаге проходят выступления популярной танцевальной группы «Экзотика». Каждая постановка – это всегда яркое и зрелищное шоу с участием звезд российского шоу-бизнеса. Yeah.
Началось все 5 лет назад. Потому что когда что-то я пришел к тому, что мне что-то где-то стало скучно. И тут все случайности не случайно. В наш город как-то попала случайно Татьяна Иванова, группа «Комбинация». И, в общем, у нас произошло просто знакомство. Ну и в знакомстве я пригласила, она была из первых артистов, кто прилетела в Нерюнгри. Это был наш совместный проект с группой «Комбинация». Вот, с этого-то все и началось. И в разговоре мне стало настолько это интересно, я так понял, что зрителю интересно, восторженные люди, зал, тем более у нас в городе мало артистов, у нас народ очень неизбалованный. И как всегда, я же не шоумен, мы в беседе, говорю: Тань, кого вы можете еще порекомендовать, кто может еще приехать, артисты же разные, это же все прекрасно понимают. И в разговоре она сказала: Леш, есть вот такие-то, такие-то, попробуйте. И тут на свой страх и риск, я первым позвонил, это, наверное, Револьверс был Леша, наш Иллистратов. Ну, вот с этого уже пошла вся работа. И по рекомендациям меня, уже артисты там уже знают, что Нерюнгри, экзотика. Ну, вот так все пошло. То есть все артисты, которые сейчас приезжают, это, собственно говоря, мы уже и знакомы, и по рекомендации предыдущих артистов. Самый сложный проект, сложного, наверное, нет, они все одинаковые, они все разные, у каждого своя сложность. Самый дорогой проект это был с группой «Вирус», потому что очень много мы делали всяких новшеств, новинок вводили, костюмов. Вот. Очень я не люблю просто повторяться, и поэтому каждый наш следующий проект, он, как говорят, он новый, он свежий. Команда «Экзотики» каждый раз стремится открывать новые возможности и вкладывать больше усилий в свои выступления. Эй, угонщица, слышу я вслед. У тебя ни стыда, ни совести, но гоню я на красный свет, на немыслимо бешеной скорости. А другие пускай тормозят и вернуть тебя не стараются, не вернется уже назад. Кто хоть раз со мной покатается? Я ждала тебя, так ждала, ты был мечтою моей хрустальною. Угнала тебя, угнала, ну и что же тут криминального? Я ждала тебя, так ждала, ты был мечтою моей хрустальною. Угнала тебя, угнала, ну и что же тут криминального? Еще один коллектив, который перешагнул 30-летний рубеж – Народный театр «Маски». У нас в нашем театре существует три группы. Это взрослый основной состав «Маски», средняя группа «Лица» и самые маленькие от 7 до 10 лет – это первые роли. В этом сезоне мы активно работаем также над нашими занятиями, тренинги проводим активно, этюдами занимаемся. И каждая группа у нас планируется выпуск спектаклей. Я не буду обозначать вам, какие будут спектакли, это большой сюрприз. Прошлый сезон мы завершили «Ящерица» и спектакль по пьесе Александра Володина, и мы планируем его восстановить и еще раз показать зрителю. В младшей группе мы работаем над «Федориным горем». Новый набор у нас произошел в детскую студию от 7 до 10 лет. Первые роли, пришло очень много ребят, и все активные и хотят работать. Вот. А старые никуда не уходят, поэтому наборы я, к сожалению, не могу сделать. Группы у нас набраны, и мы работаем уже в том составе, в котором работаем прошлый сезон.
Ребята становятся более раскрепощенными, они совсем по-другому уже общаются со сверстниками, у них появляются лидерские качества, которые я не раз наблюдала, уже смотрю, когда ребенок приходит закрытым, зажатым, боится слова сказать, и через несколько уже месяцев он раскрывается, я вижу совсем другого ребенка, который готов работать с другими людьми, готов общаться, готов предлагать что-то свое, быть лидером. И это удивительно. И не раз мне ребята уже старшего основного моего состава говорят, как мне помог театр, потому что вот я сегодня вышел и импровизационно рассказал, сделал что-то. Я говорю, ну это очень дорого стоит, конечно. Творческие коллективы Нерюнгринского района не просто выступают на сцене. Они сохраняют культурное наследие Якутии, передают традиции молодому поколению и создают новые художественные образы. Их успехи – повод для гордости жителей района и доказательство того, что искусство здесь живет и развивается. А год культуры в Якутии стал не просто календарным событием, а мощным импульсом для сохранения традиций и развития творческих инициатив. Через поддержку молодежи, модернизацию учреждений и укрепление межрегиональных связей регион стремится создать пространство, где культурное наследие предков вдохновляет на новые достижения.